Самое цікаве про самое актуальное. Територія слушних ідей. Добрый день, для микрофона Юлия Баранова. За пультом гукарэжысёра працуе Святлана Антонова. У эфіры праграма «Тэрыторыя слушных ідэй». Тут мы гаворым пра самае цікавае і актуальнае. Сёлета Беларусь перажывае нашэсце кляшчоў. Кожны дзень расце колькасць ахвяр лясных крывапіўцаў. Толькі за 2 месяцы гэтага года па медыцынскую дапамогу звярнуліся звыш 2000 чалавек. Прыкладна 700 з іх дзеці. Найбольшая колькасць зваротаў зафіксаваны ў Брэсцкай, Гродзенскай абласцях і горадзе Мінску. Як пазбегнуць непрыемнай сустрэчы з кляшчом? Ці трэба пацярпелым здаваць кляшча ў лабараторыю? Ці з'явяцца ў Беларусі экспрэс-тэсты, па якіх можна вызначаць, ці заражаны клешч? І ці могуць беларускія камары быць пераносчыкамі віруса Зіка? Усё гэта мы высветлім у бліжэйшыя паўгадзіны. Територія слушних ідей. Час пазнаёміцца з госцем. Сёння да нас прыйшоў кандыдат медыцынскіх навук, дацэнт, загадчык лабараторыі біябяспекі з калекцыяй патагенных мікраарганізмаў Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра эпідэміялогіі і мікрабіялогіі Анатоль Красько. Вітаю вас. Дзень добры. Запрашаем нашых слухачоў да размовы. Нагадаю, што свае пытанні вы можаце дасылаць праз СМС на нумар 9705. Анатоль Геннадьевич, у чым справа? Чаму так шмат у гэтым годзе пакусаных клешчамі? Ну, этот год отличался достаточно мягкой зимой. Морозной погоды у нас почти не было в этом году. И клещи спокойно пережили ненастную для них, так скажем, погоду. Естественно, они в большом количестве ожили и готовы к дальнейшему своему существованию, развитию. Должен сказать, что этот год ничем-то не особо выдающийся, хотя клещей много. Ну, и у нас и в предыдущие годы была приблизительно такая же ситуация. Последних 5-6 лет мы отмечаем достаточно большое количество клещей, ну и количество людей, обратившихся с покусами, или так называемыми, покусы это неправильно, но тем не менее, так скажем, будем говорить так обывательским языком, с покусами клещей. Раней ніхто, мне здаецца, не ведаў аб хваробах, но столькі не казалі пра гэта, не даследаваў кляшоў, не прымаў лекі пасля іх укусаў. Скажыце, што здарылася, чаму лясныя крывапіўцы такія небяспечныя апошнія гады? Количество клещей увеличилось, количество обращений увеличилось, и, к сожалению, увеличивается постепенно количество патогенных микроорганизмов, которые переносятся клещами. Если мы еще несколько десятилетий тому назад ничего не знали, например, о болезни Лайма, то в конце 90-х годов, скажем, эта болезнь была распознана, ее стали, так скажем, диагностировать, и количество патогенных, так скажем, микроорганизмов, которые несет в себе клещ, это уже как минимум 8, которые мы определяем, и это еще не предел, поэтому чем больше мы становимся, скажем, грамотными в этой области, то чем больше мы знаем, тем больше становится для нас понятно, насколько для нас опасен клещ. А цікава асноўная паталогія, якую нясуць кляшчы, гэта менавіта хвароба Лайма? По нашей территории сейчас да, то есть как минимум 35% наших клещей инфицированы, в среднем по стране инфицированы возбудителем болезни Лайма, это боррелии комплекса Бургдорфа и Сенсулята. Как минимум где-то 10% клещей несут в себе вирус клещевого энцефалита. Это две такие тяжелые патологии, которые, в общем-то, приносят достаточно серьезные проблемы здоровью человека. Ну, а больше всего в наших клещах водится рикетсий. Это большая группа микроорганизмов, больше 400 видов сейчас известно, но далеко не все из них патогенные. И сказать что-либо про патологию именно рикетсиозной природы мы пока не можем. У нас нет таких значимых данных по этой патологии. Мы сейчас занимаемся этой проблемой, изучаем именно патогенные рикетсии, которые встречаются в наших клещах. А якія клінічныя праяўленні вось такой хваробы, як хвароба Лайма? Якія прыкметы? Да, понятно. Болезнь Лайма, в общем-то, достаточно своеобразное заболевание. Она связана с перохитозной формой микроорганизмов, тем самым боррелией. У нее есть как бы две формы. Это первичные, так скажем, проявления. Это эритема, так называемая мигрирующая или ползущая эритема. То есть местные проявления на месте укуса клеща и проникновения в организм человека. Это достаточно крупное пятно, иногда бывает с припухлостью, которое постепенно сдвигается по, так скажем, от места проникновения клеща, от места укуса клеща. Он может сопровождаться повышением температуры, легкой лихорадкой, общими, скажем, расстройствами. Но это достаточно
нечастое явление, порядка 30% пациентов. Для многих пациентов укус проходит безболезненно, то есть присасывание клеща проходит безболезненно. А, до речі, чому вось бязбольна виділяє, здається, клещ, який, такий компонент? Ну, клещ паразит, природный паразит, и он, естественно, приспособился для своего существования максимально, поэтому в слюнных железах клеща присутствует достаточно большое количество всевозможных ферментов или каких-то других реагентов, которые, первое, обезболивают место укуса. То есть человек чаще всего не чувствует момент присасывания клеща за счет анестезии. Затем в рану вводятся антикоагулянты, то есть те препараты, которые предотвращают свертывание крови человека, для того, чтобы клещ мог длительный период времени сосать эту кровь, так скажем. Ну и целый ряд других, так скажем, ферментов, которые размягчают, например, ткань на месте присасывания и так далее. Все это используется клещом для того, чтобы как можно более эффективно свой жизненный цикл, так скажем, реализовывать, то есть насасываться кровью. Анатолій Геннадійович, не ўсе спяшаюцца звяртацца да ўрача, многія думаюць, як будзе, так будзе, і дарослыя, і маленькія дзеці. Здаецца, было б не лішнім гэта. Улічваючы, што столькі заражаных. Все зависит от того, как долго клещ находился на теле человека. То есть, если клещу удалось провести на теле человека минимум 2 часа и более, скажем, есть смысл обратиться к врачу, особенно если вы обнаружили клеща через несколько дней после того, как с ним, скажем, встретились или когда он присосался к телу человека. Но в любом случае обращение к врачу не будет бесполезным. А до якога ўрача трэба ісці ў такім выпадку? Инфекционисты вполне грамотные сейчас в этом плане люди, они, скажем, достаточно много и старательно с этим работают, поэтому врачи-инфекционисты в поликлиниках дадут вам квалифицированный совет по тому, что делать, в общем-то, человеку в дальнейшем. А ці параіце вы рабіць лабараторнае даследаванне кожнага клеща? Ці гэта не абавязкова, калі, як вы казалі, адразу можна яго дастаць? Проблема в том, что исследование клеща занимает определенный период времени, а мероприятия профилактические нужно начинать чем раньше, тем лучше. Поэтому исследование клеща имеет смысл в том случае, если это ребенок, если это беременная женщина, если это человек с какими-то расстройствами жизненными, я имею в виду хронические заболевания и так далее, в первую очередь. Ну, естественно, это не будет лишним и для человека, так скажем, любого, кто снял с себя клеща, но нужно понимать, что момент проведения профилактических мероприятий, если вы проведете исследование через 2-3 дня и так далее, в общем-то уже уходит. Поскольку основной профилактикой сейчас ряда клещевых инфекций бактериальной природы это применение антибиотика, доксициклина. Ну а против клещевого энцефалита, в принципе, эффективна только вакцинация. Вакцинация у нас проводится только определенному контингенту лиц, людей, проживающих в очагах, например, люди, проживающие в регионе Беловежской пущи, люди, которые вербуются на лесозаготовки в России, либо работники лесной отрасли, ну а также желающие на коммерческой основе, так скажем, сами по себе. Ну, если хто жадае, ён хоча такая, зрабіць сябе, сваім блізкім такую прышчэпку, ён ўсё ж таки можа звярнуцца. Да, можно провести эту вакцинацию на коммерческой основе, то есть обратиться в свою поликлинику, в кабинет вакцинопрофилактики, где вам и предложат провести эту прививку. А вы вось лічыце, наколькі гэта мэтазгодна вось звычайнаму чалавеку, які проста часта на дачу ездзіць, ну ці, напрыклад, у лесапаркавай зоне гуляе са сваім чатырохногім улюбёнцам? Тут каждый выбирает сам. Пока мы не требуем жесткой вакцины профилактики в отношении клещевого энцефалита, хотя, должен сказать, что каждый год мы имеем не менее 100 случаев инфицирования людей клещевым энцефалитом, и это, к сожалению, достаточно тяжелое заболевание, часто приводящее к инвалидизации пациентов. Смертные исходы не частые, но бывают. Смертность при нашем клеще, так сказать, при нашем клещевом энцефалите, я имею в виду, который встречается у нас, это порядка где-то 3-4%. То есть на 100 человек, как вы понимаете, имеем где-то 3-4 случая. А вот если это, так скажем, сибирский, хуже того, дальневосточный вариант клещевого энцефалита, там и до 25%. То есть каждый 4-й погибает, а остальные получают достаточно тяжелую инвалидизацию личности. То есть
определенную, так скажем, несамостоятельность в дальнейшем. Лепш не рызыкаваць, звяртацца да ўрача і піць антыбіётык некалькі дзён. Антибиотик против клещевого энцефалита не помогает. Антибиотик хорошо помогает в отношении бактериальных инфекций, то есть самой болезни Лайма или рикетсиозов, ну а также наплазмоз, эрлихиоз и другие инфекции, так скажем. Поэтому речь идет о том, что в начале, после снятия клеща, в течение 2-3 дней курс профилактического приема доксициклина или подобного антибиотика. Но здесь нужно все-таки проконсультироваться у врача, какой антибиотик больше подходит вашему организму. У каждого человека есть индивидуальная переносимость антибиотиков. Замежныя вытворцы распрацавалі экспрэс-тэсты, па якіх можна вызначаць, ці заражаны клеш на энцефаліт або хваробу Лайма. Вось на вашу думку, ці было б мэтазгодна распрацаваць нешта падобнае ў нас? Здаецца, так зручна. Экспресс-тесты мы, в общем, что называть экспресс-тестом? То есть исследовать клеща сразу, вот на момент его, так скажем, изъятия или снятия. Ну, я читала, ведаеце як, што клеш памяшчаецца ў бутэльку, там спецыяльны раствор, і праз некалькі хвілін можна туды апусціць тэст-палоску і паглядзець, ці пакажа яна нешта ці не. Это очень грубый, так скажем, отдаленный экспресс-тест, хотя в общем смысл какой-то в нем есть. Это так называемые экспресс-хроматографические тесты. Они сейчас широко разрабатываются во всем мире. У нас, в общем, они тоже сейчас применяются. Я не имею в виду, правда, в отношении клещевых инфекций. В отношении других инфекций есть эти экспресс-тесты, но они достаточно нечувствительны, невысокочувствительны, я бы так сказал. Ну, а само исследование клеща занимает где-то порядка 2-3 дней. Все зависит от того, насколько загружена лаборатория данными исследованиями. Тады як параіце дзейнічаць? Вось якую выснову робім? Ну, сняли клеща, обратились к своему инфекционисту, и дальше по, так скажем, по уже конкретному случаю можно обратиться еще и для исследования клеща. То есть, если это все-таки ребенок, я бы не рисковал, обратился в ближайшую лабораторию для проведения исследования хотя бы на эти 2. А сейчас мы проводим на 4 инфекции основных. Это болезнь Лайма, клещевой энцефалит, анаплазмоз человека и эрлихиоз человека. Разработаны экспресс-наборы, которые, в общем-то, достаточно эффективно и с высокой чувствительностью позволяют определить этих возбудителей в клеще. Вот. Ну, а дальше каждый уже выбирает сам. А где такая лаборатория есть? Только у Минску, ці ў іншых городах так само можно? Нет, такие лаборатории проводятся, есть во всех областных центрах, и эти исследования достаточно широко проводятся областными центрами гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. В общем-то, эти исследования, скажем, проводятся на платной основе. Также на платной основе это проводится коммерческими организациями. Ці могуць беларускія камары быць пераносчыкамі віруса Зіка, мы высветлім праз некалькі хвілін. Чакаем пытанне на нумар 9705. Just do what you do, what you did to me. Now I'm stuck in between, no rock and nowhere. With that thing, with no one. Just do what you do, what you've done to me. Draw the chalk line around the scene, it's over. Now it's all over. Broken heart has lost its beat. A little boy that softly weeps, overwhelmed
Територія слушних ідей. Мы працягваем размову пра абарону ад кляшчоў. Сёння ў нас у гасцях кандыдат медыцынскіх навук, дацэнт, загадчык лабараторыі біябяспекі з калекцыі патагенных мікраарганізмаў Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра эпідэміялогіі і мікрабіялогіі Анатоль Красько. Сваё пытанне нашаму госцю вы можаце даслаць, нагадаю, на нумар 9705. Прыйшло да нас некалькі пытанняў, і вось пытаецца наш слухач. Калі апрацаваць дачны ўчастак акарыцыдамі, ці можа гэта дапамагчы? Ну, дачному участку это навряд ли поможет. То есть поможет. Это поможет только самому человеку, даст ему какую-то уверенность, что он хоть как-то, но защитил себя. А вот что будет с его дачным участком, тут возникнет другая проблема. К сожалению, жесткая обработка акарицидными препаратами уничтожает все живое, не только клещей, но и всех тех, так скажем, насекомых, как полезных, так и неполезных, которые присутствуют на этой территории. Ну а последствия вы сами понимаете, так скажем. Эта территория через определенный период времени будет заселена другими насекомыми, и далеко не всегда это будут желанные для вас гости. Мне здаецца, што па гэтай прычыне энтамолагі не спяшаюцца, напрыклад, у Мінску апрацоўваць лесапаркавыя зоны. Лесопарковые зоны в Минске обрабатываются, но обрабатываются избирательно по тем местам, где обнаруживается максимально скопление клещей, где, скажем, есть в этом насущная необходимость. Яшчэ, Анатоль Геннадьевич, прыйшло да нас пытанне, а ці праўда гэтае, што калі выдаліць кляша ў першыя суткі, то інфекцыі не будзе? Первые сутки, я уже повторюсь, где-то 1,5-2 часа еще может быть связано с тем, что микроорганизмы не успели проникнуть в организм человека или иммунная система человека останавливает их на входе. Но в течение суток это, в общем-то, вопрос решаемый клещом, да, то есть гораздо быстрее проникает, поэтому сутки это уже не спасение. После суток пребывания необходимо все-таки обратиться к врачу. Яшчэ такое пытанне да нас прыйшло. Па тэлевізары паказвалі, што можна абрэзаць ніжнюю частку шпрыца і пры неабходнасці выкарыстоўваць яго, каб выцягваць клеща. Што на гэта скажаце? Это народное творчество. Здесь существует достаточно много всевозможных приспособлений, пожеланий, каких-то изобретений, если это можно так назвать. Но вообще для удаления клеща наиболее эффективным является старый дедовский способ. Это нитка, петелька, которая завязывается как можно ближе к головке клеща, и потихоньку, скажем, поджимая, клещ выдергивается вот с помощью этой петли из того места, где он присосался. Существуют разработки в виде крючков, в виде каких-то небольших вилочек, которые позволяют, подхватив клеща, его выкрутить. Сдается, в аптеках. Да, в аптеках, в некоторых аптеках такое можно встретить, или, скажем, такие приспособления встречаются. Но вообще вот наиболее реально использовать эту ниточку. Способ использовать шприц, здесь нужно рассчитывать силу, так скажем, выдергивания этого клеща. В противном случае вы просто его разорвете, голова со всеми патогенами останется у вас в ране, а тело клеща, его брюшко вы выдернете с помощью, так скажем, отрицательного давления, создаваемого шприцом. Нагадаем нашим слухачам, што сваё пытанне яны могуць задаць на нумар 9705. Яшчэ абяцалі мы расказаць нашым слухачам і пра камароў. У гэтым годзе яны таксама уяўляюць небяспеку, прынамсі частка з іх. Скажыце, а ўвогуле беларускія камары, вось якія інфекцыі такія небяспечныя могуць пераносіць? Если уж сразу переходить к новомодному заболеванию под названием Зика, белорусские комары не переносят Зика, поэтому мы не ожидаем в ближайшем, так скажем, месяце вспышки Зика на нашей территории. А чему, скажите, не переносите? Просто не приспособлены для перенесения. То есть вирус не приспособился для проживания или переживания в организме комаров видов, распространенных на нашей территории. Этот вирус, как и ряд других вирусов тропических лихорадок, например, денге и чикунгунья, приспособились существовать в комарах рода Aedes. Это так называемые комары кусаки. Aedes aegypti, наиболее, так скажем, распространенный тропический комар, или москит, как его там называют, вот он и является основным переносчиком этих микроорганизмов. И повинно, как теплое надворье было, как... Да, эти тропические комары проживают только на территориях субтропических, скажем, климата, и на наших широтах пока не встречаются. Хотя, учитывая то, что вирус Зика очень быстро распространился в последние годы, то есть у него просто
феноменальная для вирусов скорость распространения по территории. Начался все с Полинезии, затем перескочил в Микронезию, и на следующий год он уже оказался в Латинской Америке. То есть от территории Австралии до Латинской Америки он забрался в течение 1,5-2 лет и очень быстро там распространился. Поэтому Всемирная организация здравоохранения предполагает возможность и вполне реальную распространение этого вируса в этом году и на территории юга европейской части. То есть такие страны, как Португалия, Испания, Франция, Италия, и даже территория близкой нам России в регионе Сочи тоже вполне возможно будут, так скажем, располагать комарами, или там будут обитать комары, переносчики Зика. А наколькі складана дыягнаставаць гэты вірус? Вирус не представляет из себя чего-то сногсшибательно нового, поэтому диагностика на него уже разработана, существует. Тем более, что вирус достаточно давно известен, с 1946 года приблизительно. Другой вопрос, что он раньше, в общем-то, никак не проявлял себя таким быстрым распространением. А чаму так было? Вось, здаецца, даўно вядомы вірус, а не прыцягваў увагі навукоўцаў, энтамолагаў, а цяпер увесь свет да яго притягнуты. Дело в том, что мы знаем очень много вирусов, огромное количество, особенно вирусов тропических или встречающихся, так скажем, в жарких странах, это так называемый возбудитель тропических лихорадок. Но при небольшом количестве случаев инфицирования людей или заболевания у людей, так скажем, эти вирусы изучаются в достаточно таком свободном режиме. То есть мы о них знаем, мы их изучаем, мы знаем их, так скажем, структуру, состав и их потенциальные возможности. Но вот последние годы, так скажем, вы, как вы уже заметили, наверное, последние десятилетия, человечество все время сотрясают какие-то эпидемии. То это был, скажем, птичий грипп, H5N1 в 2005 году, до этого был ТОРС, тяжелый респираторный синдром коронавирусный. Затем последовала вспышка, опять же, свиного гриппа, затем эшерихиоз, который пришел ниоткуда, ушел в никуда. Затем эбола, которая у нас, так скажем, в течение 1,5-2 лет держала в напряжении, но вот сейчас добавилась Зика. Здесь первое, то, что я отметил, это очень быстрое распространение и массовость заболевания. Ну и второе, это ажиотаж, который поднимает вокруг, так скажем, с помощью средств массовой информации. Никогда раньше средства массовой информации не уделяли такого внимания, так скажем, инфекционным заболеваниям, как сейчас. А што б вы маглі парэкамендаваць беларусам, якія, магчыма, плануюць паездку ў Бразілію? Ну, хтосьці плануе наведаць падчас летняй Олимпиады гэтую краіну. Ну, Бразилия очень активно готовится к проведению летней Олимпиады. Они сейчас проводят массовые инсектицидные мероприятия, то есть уничтожают места выплода комаров, самих комаров. Поэтому будем надеяться, что к моменту проведения Олимпиады они по большей части количество комаров резко снизят. Но все остальные рекомендации достаточно понятны. Первое – это использовать помещения, снабженные противомоскитными сетками, то есть окна должны быть защищены, двери защищаются противомоскитными сетками. Использовать репелленты индивидуально, то есть препараты, которые отпугивают комара, так сказать, делают человека непривлекательным для его укуса. А трэба абмежаваць час знаходжання на вуліцы, ці гэта не дапаможа? Это трудно себе представить. Если вы уж приехали на Олимпиаду, не будете же вы все время сидеть в гостинице, скажем, и смотреть телевизор, по телевизору соревнования. То есть вы все равно будете находиться на улице. Ну, а прышчэпку зрабіць абарончую? К сожалению, против Зика нет пока что разработанной прививки. Из всех прививок разработана она только в отношении денге и желтой лихорадки. Прививка против желтой лихорадки не повредит тем людям, кто собирается посетить Латинскую Америку. Такие страны, как Бразилия, Куба, Эквадор, Никарагуа и так далее. Венесуэла, конечно. А цяпер яшчэ раз хочется вернуться до белорусских комаров, а малярыю яны переносить могут? Да, наши комары могут переносить малярию. Вообще Беларусь, в общем-то, была в свое время эндемична по малярии. Совсем не так давно, 50 лет примерно тому назад, у нас случаи малярии не были редкостью. Ну, в результате достаточно эффективных, скажем, инсектицидных мероприятий и общемедицинских мероприятий малярию у нас удалось подавить, хотя каждый год мы имеем несколько случаев
как местных малярий, так и завозных случаев. Наши люди привозят из Африки, из других каких-то мест, скажем, той же самой Латинской Америки, поэтому это не является для нас, так сказать, какой-то большой новостью, хотя случаи, должен сказать, редкие. Это единичные случаи в стране. Вот. Ну и наши комары способны переносить комарей. А што ўсё ж такі зрабіць можна, каб ад нашых камароў абараніць сябе? Репелленты. Репелленты. Это все, что мы пока можем делать. Ну, люди, конечно, на дачах тоже оборудуют свои окна противомоскитными сетками, тем же самыми противокомаринами, как они у нас называются, защитами и так далее. Вялікі дзякуй вам, што знайшлі час прыйсці да нас. Нагадаю нашым слухачам, што на вашы пытанні сёння адказваў кандыдат медыцынскіх навук, дацэнт, загадчык лабараторыі біябяспекі з калекцыі патагенных мікраарганізмаў Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра эпідэміялогіі і мікрабіялогіі Анатоль Красько. У студыі для вас працавалі таксама Юлія Баранова, за пультам гукарэжысёра Святлана Антонова. Сустрэнемся праз тыдзень, каб зноў абмеркаваць нешта цікавае. Шчасліва!